Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем водителя, который в попытке скрыться от автоинспекторов на улице Западная в Казани попал в западню. Что показал? 0,8? Это ни о чем. Расскажем, как темные стекла машины пролили свет на неоплаченные штрафы владельца «Лады» и изъятие нелегального алкоголя. Было установлено, что из гаража осуществлялась реализация различной спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. А также сильный грохот оглушил сотрудников круглосуточного магазина на улице Ленинградская. Такой грохот, как будто взрыв какой-то. Я ж присел. Смотрю, это самое стекло разбито. Причина пробоины в витрине. Это и не только прямо сейчас. Водитель Audi Q3 ночью не подчинился требованию автоинспекторов об остановке на улице Боевой в Казани. Вместо этого лишь посильнее нажал на педаль газа. Началась погоня, которая, к слову, продолжалась недолго. Водитель кроссовера пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, затерявшись в частном секторе, но сам себя загнал в тупик. Причины избегать встречи с полицейскими у него были. Здесь же не Милиционеры. Желание скрыться от взора автоинспекторов водитель Audi объяснил элементарным человеческим страхом. Ехал домой, живет в Аракчино. И тут требование остановиться. Решив затеряться в частном секторе, мужчина свернул на улицу Западная и попал в западню. Дорога оказалась тупиковой. Пути дальше не было. Сзади подъехали автоинспекторы. Причины попытки скрыться они поняли сразу. У водителя были все признаки алкогольного опьянения. Николай Витальевич, согласны ли вы пройти освидетельствование алкогольного опьянения прибором алкотестер? Давай. Пройти тест на наличие спиртного в организме он согласился, но вот продуть в трубку алкотестера он смог не сразу. Дуйте, дуйте. Вы не дуете? Еще. Все, еще. Нет. Чуть-чуть. Ну, торопитесь. Дуй. Дуйте. 0,861. У вас установлено состояние алкогольного опьянения. После получения результатов теста отрицать, что пил перед тем, как сел за руль, смысла уже не было. Повод, говорит, был, но уверял, что выпил чисто символически. Основное оставил для дома. Что показал? 0,8? Это ни о чем. Я говорю, только успел выпить одну бутылку. Сейчас приедем, и она покажет. Сейчас она уже выветрится. Все остальное лежит в бардачке спокойно. С результатами экспресс-теста мужчина не согласился и выразил желание пройти медицинское освидетельствование уже в больнице. Был уверен, что к тому времени организм уже справится с выпитым и алкоголь анализа не выявит. Если результаты исследования подтвердят показания алкотестера, мужчине придется на 1,5-2 года распрощаться с водительским удостоверением и выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Два автомобиля оказались не на ходу после столкновения на перекрестке улиц Копылова и Тецовская в Казани. Там не разъехались водители Hyundai Solaris и Volkswagen Passat. Водитель последнего сразу же признал свою вину, рассказал, что засмотрелся в зеркало, отвлекся от дороги и поехал на красный, что для него не характерно. Работа, говорит, такая, что любая невнимательность может очень дорого обойтись. Чисто случайно, что я ехал так, он ехал так. Один на красный, один на зеленый. Водитель Hyundai Solaris говорит, ничего страшного не случилось. Люди живы, никто не получил ни царапины, а железо можно восстановить. Да, колесо там шмалит. Вот тоже рычаг, стакан, да. Посмотрим. Потом уж на эвакуатор везем. Рассказывает, он ехал по улице Копылова в сторону Декабристов. На перекрестке с Тецовской горел зеленый, и он смело поехал дальше. Volkswagen, который ехал прямо на него, увидел. Хотел избежать аварии. Вывернул руль вправо, но машины все равно столкнулись. Не заметил, молодой парень не заметил. Водитель Volkswagen вину свою признал сразу. На секунду отвлекся от дороги. Говорит, невнимательность для него совсем не характерна. Работа такая, что любая ошибка может стоить очень дорого. В цирке работает. Воздушный гимнаст так-то внимательный вообще. Рассказывает, только приехал с гастролей. Взял машину и поехал к девушке. Не доехал до нее буквально несколько сотен метров. Я просто смотрел в зеркало. Девушки ехали для рождения туалета. Говорит, этот автомобиль покупал еще его отец лет 15 назад. Но на нем обычно никто не ездит, поэтому не сильно расстроился. Эта машина так, выходного дня. Она выезжает покататься раз в месяц. Вот выехал. Отправиться в центр оформления ДТП водители не могли. Оба автомобиля были не на ходу. Участники аварии на месте ждали приезда автоинспекторов.
Ущерб владельцу Hyundai должна возместить страховая компания, а вот Volkswagen молодому человеку придется восстанавливать за свой счет. Понимает, что это обойдется ему совсем недешево. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. На спецстоянку отправили «Ладу» 33-летнего казанца за неоплаченные штрафы. Внимание автоинспекторов привлекли слишком темные передние стекла машины. И при составлении протокола выяснилось, что штрафы мужчина оплачивать не любит. Долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения превысил 43 тысячи рублей. В отношении мужчины был составлен административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, который предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Больше 7 тысяч пачек контрафактных сигарет обнаружили оперативники Управления экономической безопасности в 2 казанских магазинах. На них отсутствовали обязательные акцизные марки. Вероятно, вся табачная продукция была изготовлена не для реализации в России и ввезена в страну незаконно. Вся изъятая продукция была направлена на экспертизу, по результатам которой был произведен расчет стоимости каждой пачки сигарет, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. По признакам состава преступления предусмотрено частью 5 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Более 3000 литров фальсифицированного алкоголя изъяли правоохранители из гаража и автомобиля жителя Нижнекамска. Так они перекрыли канал поставки нелегального спиртосодержащего продукта в Татарстан. Изъятые образцы отправили на экспертизу. По ее результатам будет известно, какое наказание понесут владельцы спирта. В ходе выезда в соседнюю республику по уголовному делу по части 1 статьи 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации перекрыт канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции в республику. Было установлено, что из гаража осуществлялась реализация различной спиртосодержащей продукции без соответствующих документов, которая также реализовывалась на территории Республики Татарстан. Сильный грохот испугал сотрудников круглосуточного продуктового магазина на улице Ленинградская в Казани. Посмотрев в сторону источника шума, они увидели огромную пробоину в стекле. Выбежав на улицу, увидели убегающего мужчину. Не найдя ничего, что он мог кинуть в витрину, продавцы предположили, что это был выстрел. Такой грохот, как будто взрыв какой-то. Я аж присел. Смотрю, это самое стекло разбито. Ну явно как будто выстрел какой-то был. Он как раз раскладывал продукты, когда торговый зал оглушил грохот. Боялся, что упадут полки с фруктами, но они остались на месте. Не сразу понял, что стало причиной. Я сначала подумал, может, банк какая-нибудь взорвалась, что ли, в магазине. Оборачиваюсь, такая дырка такая большая. Ко мне там ничего нету. В полицию позвонил сразу и выбежал на улицу. И как раз напротив пробоины увидел мужчину. Он показался продавцам неадекватным. Мы издалека только видели. Мы близко подходить к нему побоялись просто. Вдруг у него травмат или еще что-то такое. Но он обдолбанный, как бы, по-моему, был. Он за голову держался вот так вот. Падал, за голову держался, что-то бежал. Потом он за нами побежал. Мы обратно бежали. Ну, мы испугались, короче. В торговый зал ничего не пролетало, остекление двойное и разбилось только одно стекло. Что могло его разбить, не могли даже предположить. Ну, я не знаю, с такого расстояния чем-нибудь запустить, с такой дыркой, я не знаю, ни камней, ничего там нету. Ну, там чекушка лежит, правда, маленькая. Стекло об стекло, оно бы разбилось, наверное, я думаю. Маленькая бутылка тоже. Прибывшие на место стражи порядка по описанию быстро нашли и задержали мужчину. Установлено, что мужчина в состоянии опьянения, взяв что первое попалось в руки, разбил витрину магазина. 31-летний житель Казани был задержан и доставлен в полицию. Сотрудники магазина написали заявление. Процессуальное решение будет приниматься после организованной проверки и подсчета причиненного ущерба. Радик Фархулин, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.